Первое образование у меня высшее. Я окончил Харьковский авиационный институт, радиофакультет. Это два крутых было в Советском Союзе института. МАИ Московской авиационной и ХАИ Харьковской авиационной. После окончания работал на Урале. Город Миас есть такой. Сейчас уже секрета нету. Там основное КБ по разработке ракет. Я участвовал в разработке СС-20, которую американцы называли Сатана. Миас интересный город. Это два хребта. Посредине долина. Город длиной больше, чем 50 километров, а в ширину или одна улица, или две, или четыре максимум улицы. Такой в длину ввысь. И там температура зимой 33 градуса, и как в аэродинамической трубе ветер или с одной стороны, или с другой дует. Вот. Ну, дочка немножко болела, решили уехать в Украину. А потом так случилось, что я расторг брак. Оставил жене квартиру, жилье и решил искать опять работу где-то по радиоспециальности. Объехал Украину, Молдову и заехал в Беларусь. Приехал в Молодечно на завод «Спутник». Зашел в отдел кадров, а там говорят: ну так завтра выходи на работу. 68-го года где-то я там начал работать. Ну, работали с заказчиками. Бывали такие случаи, что там у моих работников наказывали, бывало незаслуженно. Ну, приходилось оказывать помощь. И уже фактически тогда я неплохо знал трудовое законодательство, много читал разной литературы. А потом наступил развал Советского Союза, радиоинженера никому не нужны стали, вижу, что они нужны будут уже вот-вот. А были небольшие сбережения, думаю, куда их потратить. С работы идешь, везде очереди, что-то покупают люди, но я же на работе, невозможно было в очередях в этих стоять. А потом прочитал в газете, что открывается в Минске БИП, Белорусский институт правоведения, и принимают туда, значит, если есть уже высшее образование, то где-то сразу на 3-й курс. Поехал, заплатил денежку, и как раз вложил деньги в образование, вот, и начал учиться. А когда развалился Советский Союз, начала образовываться Республика Беларусь, еще при Советском Союзе, были выборы. Верховный Совет Республики Беларусь, областные советы, местные советы, одновременно выборы проходили, еще при власти коммунистов. Выдвигали в Молодечный районный совет представителей. Вот нашим коллективом, тогда трудовой коллектив мог выдвигать. А потом один говорит: а что мы только в районный? Давай, и он выдвинем Алексея в областной совет депутатов. Я-то нет, а это самое, ну, что, мы ж тебе доверяем. Ну и выдвинули. И с первого тура оказалось так, что я был избран и стал депутатом Минского областного совета. Тогда депутатская деятельность, она была не такая, как сейчас, она была нормальная, серьезная, люди приходили, оказывал помощь. Это общежитие было радиозавода «Спутник», и там такая комната была, в то время уже она действовала, и до меня действовала, «Белорусская хатка» называлась. Вот. И вот этой комнаты я брал на вахте ключ и проводил встречи с людьми.
А вопросы всякие разные, и трудовые, жилищные вопросы. Также вопросы были, где кого-то незаконно судили, там и избили милиция, вот такие были вопросы тоже. Пришлось оказывать помощь. Милиция после того чаще всего приносила извинения и даже пытались заплатить деньги тем, кто пострадали люди, вот такие вот. Будучи депутатом, это уже где-то рядом с правозащитой, и конкретно уже правозащитой занимался я. Когда уже я кончил, получил юридическое образование, у нас в депутатском корпусе, у нас молодечно, демократических депутатов где-то было чуть-чуть больше половины. Вот. И был такой директор молодечно железобетон Николай Гаврилович Ивашкевич. И он пригласил меня юрисконсультом к себе на завод. Это моя была практически юридическая работа, начало юридической работы. И он такой активный был, сам директор. И где-то был в Минске, приезжает, говорит: Алексей, вот организовывается такая правозащитная организация в Беларуси. Белорусский Хельсинский комитет. Татьяна Протько организовывает его. Дал мне телефон, я созвонился, приехал. Вот. И первый молодечно стал членом Белорусского Хельсинского комитета. Когда Татьяна Протько руководила этим Хельсинским комитетом, развитие большое, хорошее было правозащитного движения. Сама Татьяна Протько много занималась, работала в архивах, изучала документы репрессированных, писала об этом книги. Фактически вот это начало правозащитной деятельности было. Вот. Ну, параллельно я как-то, когда уже организовался «Весна», вот, а параллельно также участвовал и в работе «Весны». А потом фактически полностью перешло на том, чтобы сотрудничать с «Весной». Учебу значит, организовывали Людмила Ульяшина и Борис Игоревич Звосков, с которым я уже до этого был, наверное, лет 10 знаком. Уважаемый человек, все его уважали, Бориса Игоревича. И вот они организовали вот эту учебу. И, по-моему, я даже от него и узнал об этом, направил свое резюме и оказался зачисленным. Учеба очень нравилась, там больше внимания уделялось международным нормам, международным правовым документам, преподавался тот материал, который в юридических вузах нашей страны не дают студентам. Эта учеба подвинула еще дальше, чтобы заниматься правозащитой. Кто прошел эту учебу, вот, большинство все остались в правозащите и занимаются и по настоящее время, и очень продуктивно занимаются. Леонид Шудаленко, которого, наверное, вся Беларусь знает, и Комитет по правам человека ООН. Такой правозащитник из Витебска, как Павел Левинов, правозащитник из Витебска Леня Светик. Вот. Ну, это вот основные такие, кто в нашей группе занимался и сейчас продуктивно работает на базе правозащиты. Было такое, первое было у меня такое обращение в Комитет по правам человека в отношении Капутского я готовил.
Он в 2000 году был бойкот выборов, и он шел там где-то около рынка и налепку на столб налепил бойкот. А тут два сотрудника милиции откуда-то выходят. И его туда в отделение, там обязали явиться на следующий день. А он проспал, и решение вынесли без него. Тогда еще по старому кодексу административному решение без него вынесли, значит, четко должна быть отмена этого решения. Мы прошли все инстанции, вплоть до Верховного суда, никто не отменил. Вот, обратились туда, и Комитет по правам человека, когда направил обращение в МИД белорусский, с МИДа поступило оно в Верховный суд, и председатель Верховного суда своим решением, своим постановлением отменил все постановления и признал Каплуцкого невиновным.